Далее мы на телеканале «Якутия-24» вместе с коллегами расскажем о событиях в экономике, спорте, чрезвычайных происшествиях и других новостях. А пока о курсах валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар остановился на уровне 62 рубля 33 копейки. Евро стоит 68 рублей 77 копеек. Выгоднее всего доллар покупает Россельхозбанк за 62 рубля 76 копеек, а продает банк АТБ за 63 рубля 29 копеек. Евро покупает сегодня выгоднее всего тот же Россельхозбанк за 69 рублей 16 копеек, а продает банк АТБ за 69 рублей 72 копейки. Первую партию якутского золота Росатом планирует добыть в этом году. Акционерное общество «Атомредмедзолото» госкорпорация «Росатом» на территории республики начало добычу в 2019-м. Название месторождения не уточняется. А в якутской топливно-энергетической компании подвели итоги минувшего года и наметили планы на будущее. Общество добыло почти 1 миллиард 900 миллионов кубометров природного газа, чуть менее 130 тысяч тонн газового конденсата. В планах на этот год техническое перевооружение, упор на геолого-разведочные работы. Напомню, в сентябре стало известно о появлении нового собственника. Им стала компания «А-Проперти». Сумма сделки составила почти 17 миллиардов рублей. Компания выкупила долги предприятия на общую сумму более 5 миллиардов. Тем не менее, одна из главных задач для республики – сохранить компанию в виде единого промышленного комплекса. От наличия единой цепочки сильно зависит жизнеобеспечение населения, отметил глава республики на совещании. ЕТЭК – одна из крупнейших газодобывающих компаний страны. Она ведет промышленную разработку средневилюйского мастахского газоконденсатных месторождений. Аналитический центр при правительстве Российской Федерации прогнозирует в текущем году подорожание мясной и молочной продукции на 12%. Более подробная информация у моей коллеги Ниргуяны Ивановой в рубрике «Новости экономики». Ниргуяна, приветствую. С чем связано подорожание? Сергей, эксперты отмечают, что рост цен будет связан с повышением стоимости сырья на газ, электричество, а также на другие услуги, которые необходимы для производства. Также отмечу, что молочная продукция будет введена обязательная цифровая маркировка, что также повысит нагрузку на производителей. Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Ниргуяна Иванова. Минфин и Минэнерго России обсуждают вопрос субсидирования железнодорожных тарифов для нефтеперерабатывающих заводов за поставки зимнего дизеля на Дальний Восток. Логистический коэффициент может быть введен задним числом с 1 января 2020 года. Это планируется сделать для того, чтобы обеспечить равные условия снабжения дизельным топливом Дальнего Востока и центральных регионов России. Более 1 миллиона семей получат выплаты по материнскому капиталу на первого и второго ребенка в этом году. На увеличение числа получателей и размер выплаты предусмотрено 122 миллиарда 400 миллионов рублей в поправках к федеральному бюджету на 2020 год. Ожидается, что дальше эта сумма будет только нарастать. Напомним, что проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала этого года. Число договоров, заключенных по программе «Дальневосточная ипотека», превысило 980. Общая сумма составила почти 3,5 миллиарда рублей. Наибольшее количество заявок было принято от жителей Приморья, Якутии, Хабаровского края и Бурятии. Недавно в рейтинг субъектов, где уже заключены договоры по льготной ипотеке, включились Еврейский автономный округ, Камчатка и Чукотка. Кроме того, в Якутии впервые был заключен договор на индивидуальное жилищное строительство в категории получателей молодые семьи. Одобрение по заявкам получают 80% от всех заявителей. Процент отказов по заявлениям в предоставлении дальневосточной ипотеки существенно ниже, чем в среднем по рынку ипотечных кредитов. Продолжение темы. Банк Дом.РФ с момента запуска программы дальневосточной ипотеки по 2% заключил более 180 кредитных договоров на сумму около 650 миллионов рублей.
Треть объема выдачи ипотеки банка на Дальнем Востоке приходится на льготные кредиты. Всего банк Дом.РФ получил почти 2000 обращений на оформление ипотеки под 2%. По данным банка, наибольшее количество заявок поступило из Приморского края – более 1000. На Якутию приходится 277 заявок, на Хабаровский край – 269, Бурятию – 209 и Амурскую область – 73. Реализация проекта строительства мусорного полигона в Якутии начнется в 2021 году. При этом подготовительные работы на площадке будущего комплекса запланированы на конец 2020 года. По приблизительным подсчетам, сметная стоимость строительства первого этапа составит более 927 миллионов рублей. Общая стоимость объекта с учетом всех этапов строительства – более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Отмечается, что период бесперебойной эксплуатации нового полигона – 25 лет с учетом резко континентального климата Якутии. Помимо полигона планируется строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки, которая пройдет с привлечением частных инвестиций путем заключения концессионного соглашения. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Якутии превысил 274 тысячи долларов США за 11 месяцев прошлого года. Основной страной экспорта мясной продукции определена Китайская Народная Республика. Но в настоящее время существуют ограничения на поставки мяса из-за вспышек на территории России опасных болезней животных. Из-за этого запланированный объем экспорта по этому направлению не выполнен. Отметим, что несмотря на это, в Якутии показатель экспорта продукции агропромышленного комплекса вырос в 3 раза по сравнению с 2018 годом. В Мирном появится новый аэропортовый комплекс с пропускной способностью 300 пассажиров. Создание комплекса было включено в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Новый аэрокомплекс будет включать в себя здание аэровокзала с привокзальной площадью, грузовой терминал, топливно-заправочный комплекс и ангар для самолетов 4 класса. Все работы пройдут в 3 километрах от действующей взлетно-посадочной полосы. Это были все новости экономики к этому часу. Сергей, на этом у меня все. Нургаяна, спасибо. Это была Нургаяна Иванова с новостями экономики. Ну а мы идем далее. Сегодня в Торкангалаце проводятся испытания зимних шин Bridgestone. Еще в 2012 году между СВФУ и компанией Bridgestone было подписано соглашение о сотрудничестве. В 2018 прошли первые испытания. Технологи компании внесли изменения в технологию изготовления зимних шин с учетом пройденных испытаний. И вот сейчас обновленные шины вновь проходят испытания якутским снегом и морозом. На испытательном полигоне находится мой коллега Александр Хавренко. Александр, приветствую. Тебе слово. Да, приветствую тебя, Сергей. Действительно, мы сейчас находимся в Кангаласах на испытательном полигоне СФУ, где проходят испытания якутскими морозами шины Bridgestone. Уже водитель, пилот, скажем так, да, автомобиля сделал несколько заездов, и уже есть какие-то первые результаты. Например, выяснилось, что при перегрузе, если в машине находится много людей на большой скорости и при резком повороте, шина немножко не справляется и приводит до таких деформаций. Прямо сейчас произошла скоростная замена. То есть есть дополнительный комплект, который будет продолжать испытывать. Ну, как бы в этом нет ничего страшного. Собственно, для этого сюда и приехали, чтобы посмотреть, как шины японской корпорации будут вести себя на якутских морозах. Чуть-чуть подробнее об этих испытаниях и вообще об их смысле и об их задумке нам расскажет декан автодорожного факультета СФУ Дмитрий Филиппов. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, ну, что здесь происходит и собственно, чего мы ждем от этих испытаний? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Значит, мы действительно сейчас находимся на нашем полигоне, вот расположенном на территории опережающего развития Кангаласы. Прямо здесь и сейчас проходят уникальные низкотемпературные тесты автомобильных шин корпорации Bridgestone. Ну, программа испытаний включает в себя тесты различных типов покрышек, там с шипами, без шипов, на снеговом уплотненном и на ледовом покрытии. Значит, у нас здесь сейчас имеется 2 трека. Один прямой разгонный, где вот Аяма-сан делают упражнение слалом длиной 800 метров. И вот сейчас небольшой казус у нас произошел на нашем криволинейном треке.
вот, которые вы видите, имеют у нас спуски, подъемы. Вы видели отрывание машины от поверхности, вот, с жестким приземлением и разбортировкой, значит, колес. Значит, этот трек у нас имеет длину 1800 метров. И, значит, испытатель здесь может разогнать машину до скорости порядка 100 километров, разгоняет же даже. Да, 100 километров в час. Ну, сейчас в условиях перегруза он, наверное, набрал километров 90. Вот это был серьезный экстремальный тест с отрывом от земли. Вот. Ну, то, что произошла разбортировка, это ничего страшного, это же просто это испытание. Собственно, для этого он сюда и приехал. Да, это совершенно нормальное событие, рядовое событие в испытаниях. Вот. А так, чем примечательно испытание у нас? Ну, тем, что, допустим, сегодня мы все знаем, что на территории России у нас бушевали, скажем так, экстремальные теплые зимы. А в тех местах, где расположены ведущие испытательные центры, а мы имеем в виду в первую очередь в России, это Дмитров, Бронница, Ярославль, у нас стояли аномально теплые зимы без снега. Вот. А сегодня мы видим, что у нас здесь снега в избытке. По данным наших метеорологов, только в январе в Якутии, вот в центральной Якутии, в Якутске, выпала трехмесячная норма осадков. Поэтому у нас снега в избытке, холода хоть отбавляй. Сегодня у нас минус 35, потеплело, но мы успели вот на днях поймать экстремально низкую температуру и провести испытания при минус 47 градусах. Но там был ряд научных экспериментов поставлен, о которых я не могу рассказывать. Но это была очень интересная езда, в том числе с препятствиями, на полностью промороженной шине. Большое спасибо, Дмитрий. Ну что, сейчас шины заменили, новый комплект поставили, и испытания продолжатся. Об их результатах мы расскажем, наверное, чуть позже. Сергей, тебе слово. Да, Александр, спасибо. Действительно, будем ждать результатов испытания. Я напомню, Александр Хавренко рассказал об испытании шин Bridgestone в Торкангаласе. А мы переходим к мировым новостям. В бывшем нацистском лагере смерти Аушвиц накануне собрались бывшие узники и делегации из разных стран. 75 лет назад в этот день советские войска освободили истощенных, больных, сломленных, но уцелевших заключенных, рассказывает Елена Островская. Выжившие узники в понедельник вернулись в лагерь смерти Аушвиц в окрестностях польского города Освенцим, пройдя через ворота со страшной издевательской надписью «Arbeit macht frei» – «Труд освобождает». Этим людям посчастливилось дожить до 27 января 1945 года, когда в Аушвиц вошла советская армия. Спустя 75 лет после освобождения бывшие узники вернулись, чтобы возложить цветы у стены смерти, место, где нацисты расстреливали заключенных. За время существования лагеря свыше 1 100 000 человек были убиты в газовых камерах или погибли от голода, холода и болезней. Большинство из них – евреи. Ядвига Вакульская появилась на свет в бараках Аушвица за несколько месяцев до прихода советских солдат. Она могла никогда не увидеть жизни за пределами колючей проволоки, если бы не случайный приступ милосердия у одного из надсмотрщиков. Мать держала на руках меня, 4-месячного младенца, стоя в очереди к газовой камере. В то время они уничтожали всех заключенных. Мы приближались ко входу, и тут один из немцев увидел меня. Я была светловолосым ребенком с голубыми глазами, и он вывел нас с мамой из очереди и сказал, что мы будем жить. Только поэтому мы и спаслись. Мама всегда говорила, что своей нордической внешностью я спасла и себя, и ее. К вечеру понедельника выжившие узники лагеря и делегации из десятков стран собрались под огромным шатром у ворот, сквозь которые в лагерь попадали эшелоны с сотнями тысяч людей, обреченных на чудовищные страдания и смерть. Батшева Даган вспоминает, как переживала превращение из беззаботной девушки в узницу лагеря. Я бы не узнала себя, если бы не высокие окна в зданиях. Только когда я подняла руки вверх, я поняла, что это мое отражение. Поначалу я не знала, что причиняет мне большую боль – татуировка с номером на руке или что-то другое. И все же мне кажется, что тяжелее всего я переживала потерю волос. Они давали мне ощущение женственности и красоты. Моя корона из волос была такой гладкой и приятной на ощупь. Это было частью меня. А они своими преступными руками отобрали мою корону и превратили
превратили меня в грустное и жалкое существо. Я трогала свою лысую голову и видела в отражении лицо незнакомки. Неужели это я? Нацистские лагеря – страшнейшая страница в истории человечества, убежден президент Польши Анджей Дуда. Ненависть, шовинизм, национализм, расизм, антисемитизм приняли здесь форму организованного методичного убийства. Нигде и никогда истребление людей не осуществлялось таким образом. С каждым годом остается все меньше живых свидетелей того беспросветного кошмара. И они не устают повторять одно – о тех ужасах нельзя забывать, иначе слишком велика вероятность повторения истории. Впервые за 6 лет некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына появилась на публике. В 2013 году ее супруг был казнен после обвинения в попытке переворота. Подробности далее. Тетя Ким Чен Ына, судьба которой оставалась неизвестной последние 6 лет, появилась на публике. На кадрах концерта в честь Нового года по лунному календарю, распространенных государственным телевидением КНДР, Ким Ген Хи в традиционной корейской одежде сидит рядом с женой племянника Ри Соль Джу в окружении высокопоставленных чиновников. Ким Ген Хи – младшая сестра Ким Чен Ира, отца Ким Чен Ына. В 2010-м она получила звание генерала. Вместе с мужем Чан Сон Тхэком они составили своеобразный регентский совет при молодом лидере, возглавившем страну после смерти отца в декабре 2011-го. 2 года спустя Ким Чен Ын распорядился казнить дядю, обвинив его в попытке свержения власти. Упоминания о нем и его супруге были удалены из государственной хроники. Последний раз Ким Ген Хи появлялась на публике в сентябре 2013-го на праздновании 65-летия со дня основания КНДР. Праздник горной форели в Южной Корее ежегодно собирает до 1 миллиона человек, рыбаков и болельщиков. Апофеоз мероприятия – соревнования по ловле рыбы голыми руками. Поклонники подледного лова в Южной Корее смогли наконец предаться любимому занятию. Начало традиционного праздника горной форели в провинции Хвачхон на севере страны дважды откладывалось из-за аномально теплой погоды. Со Сонпом каждый год приезжает на озеро Порохо, в окрестностях которого находится резиденция главы государства. Я уже поймал 10 рыбин. Мы здесь с семьей. Очень люблю подледную рыбалку. В первый день праздника число участников и зрителей, по оценке местных властей, достигло 85 тысяч человек, включая 7 тысяч иностранцев. Самый популярный пункт программы – добыча форели голыми руками в специально оборудованном бассейне. Для беженки из Северной Кореи Чон Ге Йон – это первый подобный опыт в жизни. Я так рада, что наловила много рыбы. Чувствую, что мне повезет в год крысы. И надеюсь, что исполнятся все мои мечты. Защитники прав животных критикуют народную забаву. Как говорит глава природоохранной организации Action for Animals Чон Гиль, заранее пойманную для праздника рыбу не кормят почти неделю, а это издевательство. Дети бросают рыб, трогают их, пинают ногами. Такой праздник – не что иное, как проявление жестокости. Его нужно заменить чем-то более гуманным. Фестиваль ловли форели не противоречит действующему законодательству, отмечает мэр Хвачхона Чхве Мун Сун. По словам градоначальника, люди испокон веков употребляют в пищу растения и животных. Практически всю пойманную рыбу готовят и едят на месте. Десятки людей собрались в минувшие выходные в деревне Мала-Упа на севере Чехии, чтобы принять участие в ежегодном заезде на санях-рогачах, рассказывает Артем Сторонов. Такие сани, которые в Чехии называют рогачки, в давние времена использовались горными жителями, чтобы перевозить хворост, дрова и сено. Но затем предприимчивые селяне решили их усовершенствовать и приспособить для развлечения туристов. Таким образом, в местечке Мала-Упа на севере Чехии, возле самой границы с Польшей, более века назад появились ежегодные заезды на рогачках. Участники делятся на команды по двое и стараются быстрее своих соперников скатиться по снежному склону. Поворачивать на санях очень сложно, еще труднее их остановить.
Если они съезжают с трассы, вы сами видели, они врезаются в ограждение. Но так и должно быть, это все часть соревнований. Чтобы не забывать об изначальном предназначении рогачек, участников состязаний, многие из которых одеты в традиционные костюмы, заставляют по ходу спуска собирать мешки с сеном. Это несколько замедляет скорость саней, но зато помогает при торможении. Подобная гонка обычно проходит и по другую сторону границы, в польской деревне Камары. Но в этом году там нет снега, поэтому многие любители санных заездов приехали сюда, в Чехию. Возвращаемся к новостям. В нашей стране эксперты посчитали размер прибавки к пенсии благодаря новой системе накоплений. Выяснилось, что система гарантированного пенсионного плана позволит увеличить государственные выплаты в среднем на 16,5 тысяч рублей. Если, согласно ГПП, ежемесячно откладывать 6% своего дохода на протяжении 30 лет, прибавка к пенсии в зависимости от региона вырастет примерно до 30 тысяч рублей. Самая большая прибавка ожидает москвичей и жителей Сахалина, самая маленькая в Туве и Карачаево-Черкесской республике. О расширении поддержки малообеспеченных семей говорили и в правительстве Якутии. Речь идет о субсидиях на перелеты внутри региона. Как сообщил премьер-министр Владимир Солодов в прямом эфире в соцсетях, сейчас ведутся переговоры с федеральным центром, так как льготы должны идти из бюджета страны. Цитата: «Сейчас мы со всех сторон смотрим на то, каким образом расширить поддержку малообеспеченных семей и снизить стоимость авиабилетов для них». В Якутии авиасообщение безальтернативное, его нельзя сравнивать с другими регионами, где развито сообщение железнодорожное и автомобильное, резюмировал Солодов. Единый перечень районов проживания коренных малочисленных народов Севера должен быть уточнен. Об этом заявили в Совете Федерации, комментируя поправки в закон о гарантиях прав этой категории населения. В документе идет речь об установлении единого порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Это имеет большое социальное значение, поскольку представителям народов Крайнего Севера положены льготы, важнейшей из которых является социальная пенсия. Есть случаи, когда люди не могут оформить положенную им северную пенсию из-за того, что их район проживания не входит в перечень мест проживания коренных малочисленных народов Севера, отмечают сенаторы. Но в скором времени в столице республики появится международная арктическая школа. Глава республики Эсен Николаев посетил строящееся здание. Он осмотрел все классы, а также обсудил вопросы образовательного процесса. О том, как глава региона оценил в целом ход строительства объекта и кто в ней в ближайшем будущем сможет обучаться, готова рассказать моя коллега Ульяна Шагина. Добрый день, Сергей. Международная арктическая школа откроет свои двери для своих первых учеников уже 1 сентября этого года. Школа рассчитана на 220 учеников, и тут созданы все условия для комфортного обучения и проживания детей со всей республики. Напомню, что объект строится в рамках государственно-частного партнерства. Строит ее компания «Газэнергомонтаж». Подробнее о том, что еще интересного будет в этой школе, нам расскажут сами застройщики. Объект состоит из 3 этажей, наполнен достаточно высокотехнологичным оборудованием. Здесь присутствует планетарий интерактивный, бассейн достаточно большой, актовые залы, конференц-залы, ну и кабинеты для обучения детей не только общеобразовательным предметам. Глава республики в целом остался доволен ходом строительства, но отметил, что уже к 1 сентября школа должна открыть свои двери для первых своих учеников. В феврале у нас после окончания процедур сдачи объекта контролирующим структурам начнется уже оформление лицензии на образовательную деятельность для Международной арктической школы. И задача стоит, что 1 сентября, когда мы здесь официально объект, ленточка будет перерезана, дети тут же начали с 1 сентября уже в этом объекте учиться. Учиться в этой школе мирового уровня смогут, еще раз напомню, дети со всей республики. Как отметил глава республики Эсен Николаев, поступление в нее будет абсолютно прозрачной системой только по результатам вступительных экзаменов. А обучать в ней уже будут педагоги мирового уровня со 100% знанием английского языка. Сергей, у меня все.
Для борьбы с коронавирусом в России создадут оперативный штаб. В него вошли руководители МЧС, МВД, Минпромторга и других ведомств. Также российский премьер Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в течение 2 дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Сегодня в мире зарегистрировано более 2900 случаев заболевания, 106 из которых с летальным исходом. На территории России по-прежнему не было выявлено ни одного случая заболевания. А в нашей республике, чтобы не допустить распространения коронавируса, АСН Николаев поручил усилить санитарно-карантинный контроль. Процедуру будут проходить пассажиры международных и внутренних рейсов, прибывающих из Китая, стран Юго-Восточной Азии, городов Дальнего Востока и Сибири, говорится в сообщении. Кроме того, глава республики дал поручение установить двойную систему контроля непосредственно на борту самолетов и поездов, а также при прохождении через зону таможенного спецконтроля. По данным Управления регионального Роспотребнадзора, в Якутии также не зарегистрировано больных с коронавирусной инфекцией. Полицейские в Якутске раскрыли кражу автозапчастей прямо с машины. Местный житель рассказал полицейским, что заморозил машину во дворе дома и улетел в отпуск. Вернувшись обратно, он обнаружил пропажу, после чего обратился в полицию. Продолжит тему мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. Кто же оказался вором? Да, здравствуй, Сергей. Вором оказался 28-летний горожанин. Как выяснилось, он знал, что хозяина машины нет в городе, и, воспользовавшись этим, он снял с припаркованной машины некоторые запчасти. Как выяснилось позже, эти украденные детали он установил на свою машину той же марки. Сейчас в его отношении возбудили уголовное дело. Похищенные запчасти изъяли, а мужчине за кражу грозит до 5 лет лишения свободы. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Полицейские в Якутске по горячим следам раскрыли квартирную кражу. По сообщению МВД Республики, в дежурную часть отдела полиции обратился 62-летний местный житель, который сообщил, что ночью из его квартиры украли телевизор. Личность подозреваемого была установлена за дежурные сутки. Вором оказался ранее судимый 30-летний уроженец Верхневилюйского района. Как установили полицейские, вечером потерпевший пришел домой и забыл запереть за собой входную дверь и лег спать. А ночью подозреваемый ходил по подъезду и проверял, все ли двери закрыты на замки. Обнаружив открытую квартиру, он прошел внутрь и украл первое, что могло представлять ценность, а затем скрылся, прикрыв за собой дверь. Украденное мужчина сдал в ломбард. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Булунском районе полицейские раскрыли угон снегохода. Как сообщает МВД Республики, в дежурную часть полиции обратился 35-летний житель поселка Тикси с сообщением об угоне бурана. Он рассказал, что снегоход был угнан из поселка Тикси-3. Выяснилось, что владелец снегохода – отец заявителя. Он оставил ключи от дома сыну и велел приглядеть за бураном. Сам заявитель живет в поселке Тикси, который находится в 7 километрах от поселка Тикси-3. Когда сын приехал проверить дом и буран, он и обнаружил пропажу. Подозреваемым оказался 24-летний местный житель поселка Тикси-3. Выяснилось, что он собирался на автобусе поехать в Тикси-1 по делам, но по дороге он приметил снегоход. Мужчина нашел под сиденьем грушу для подкачки топлива и с помощью него завел транспортное средство. 2 дня прокатавшись на чужом снегоходе, злоумышленник оставил его. За это время он успел наехать на камень, чем нанес повреждение снегоходу. Буран изъят и будет возвращен законному владельцу, а в отношении угонщика возбуждено уголовное дело. В Якутии следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении 55-летней жительницы Якутска. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая, являясь руководителем общественной организации, обманула 4 человек. Под предлогом оказания содействия в условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы, а также в снятии запрета на въезд на территорию Российской Федерации гражданам СНГ, она украла у них деньги на общую сумму более 400 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд. За совершенные преступления обвиняемой грозит срок до 5 лет. В Ираке возобновились акции протеста. В городе Насирия погибли 2 демонстрантов. Более 75 получили ранения. Власти утверждают, что их убили неизвестные вооруженные люди на пикапах. Подробнее в следующем материале расскажет Артем Сторонов. 2 протестующих были застрелены неизвестными вооруженными людьми в Ираке вечером в воскресенье, после того, как сотрудники сил безопасности начали разгонять участников антиправительственных акций в городе Насирия на юге страны.
По данным властей, приехавшие на 4 пикапах люди с автоматами открыли стрельбу в палаточном лагере протестующих и подожгли его, а затем скрылись. Одновременно с этим сотрудники сил правопорядка начали оттеснять демонстрантов от мостов. В городе завязались беспорядки, которые продолжались всю ночь. В ходе стычек более 75 человек получили ранения, в том числе огнестрельные. С утра столкновения начались уже в Багдаде, где полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Это мирная революция, а они стреляют по нам из разных орудий. Они используют боевые патроны, резиновые пули и слезоточивый газ. У меня поранено лицо. Я не могу снять маску, потому что они преследуют и убивают активистов. Массовые протесты начались в Ираке 1 октября. Демонстранты, в основном безработные молодые люди, требуют реформирования политической системы. Нынешние власти они считают погрязшими в коррупции и подверженными влиянию соседнего Ирана. Жертвами столкновений с полицией за эти месяцы стали почти 500 человек. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, ну а к этому часу у меня вся информация. Я продолжу следить за событиями. Юра, спасибо. Мы идем далее. Вопросы развития транспортной инфраструктуры обсудили на совещании в рамках празднования 55-летия Мирнинского района. Дискуссия началась с авиационной темы. В этом году в Мирном начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы и современного аэровокзального комплекса. На эти цели будет направлено не менее 19 миллиардов рублей. Участники совещания отметили необходимость расширить список направлений субсидированных билетов внутри региона. Большое внимание уделили вопросам общего состояния дороги Анабар-Вилюй и строительства мостовых переходов. В этом году в эксплуатацию ведут 2 моста через реку Тюкян и Малая Батуобия. Пассажирские перевозки общественным транспортом по маршруту Якутск-Жатай-Якутск обсудили накануне на рабочем совещании в Госсобрании Илтумен. Расстояние между населенными пунктами 32 километра, и только за прошлый год якутяне услугами перевозок воспользовались порядка 1,5 миллиона раз. На связи со студией из Жатая наш корреспондент Полина Долинская. Полина, ждем от тебя подробностей. Какие проблемы очевидны на сегодняшний день с пассажирскими перевозками? Здравствуй, Сергей. Как ты уже сказал, маршрут является социально значимым не только для муниципального округа Жатай, но и для самого города Якутска. Приведу несколько фактов. Только за прошлый год услугами перевозки воспользовались более 1 миллиона 530 тысяч граждан. По данным 2019 года на территории городского округа Жатай проживает около 2800 человек, которые постоянно работают в городе Якутске. При этом 40-45 человек ежегодно поступают в учебно-образовательные учреждения города. И также в Жатае проживают около 500 инвалидов, 47 из которых это дети, которые нуждаются в консультации, лечении и реабилитации на территории больниц Якутска. Если вообще говорить о значимости городского округа Жатай, то здесь располагается Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России, где в отделение проходят стационар не только местные жители, но и также жители города Якутска и население Тулагина-Кильдямского наслега, а также Сотов, Сатал, Коммунальщик, Победа 2012. Жители вынуждены добираться самостоятельно. С прошлого года, с сентября месяца, стоимость проезда в одну сторону только составляет 60 рублей. То есть средняя стоимость 120 рублей за поездку. Мы поговорили с местными жителями, насколько для них это затратно. Предлагаю узнать, что они думают по этому поводу. У меня нет, я работаю в Житае. Вот это мне просто надо было поехать, я поехала. А, допустим, вот ваши дети, то есть они, если будут учиться в городе Якутске, это же, получается, ежедневно вот проезды будут? Ну, я говорю, если поднимется этот вопрос, то, конечно, дети у меня студенты по карте, у них и так идет скидка. Ну, бьет на нашу пенсию, конечно. Какая у нас пенсия? А если была бы какая-нибудь предусмотрена компенсация, было ли бы вам удобно или комфортно? Ну, с компенсацией, с добавками, конечно. Если я работала, подрабатывала еще, а сейчас на одну пенсию никак.
То есть все это очень затратно и для жителей города Якутска, а также для жителей населенного пункта Жатай. И переводить его, поднимать вопрос, который уже на протяжении 5 лет просто висит в воздухе и нет никакого решения. То есть надо что-то с этим делом. И кто же в итоге заплатит за проезд? Кто же будет компенсировать это? И зачем тогда переводить это на межмуниципальные перевозки? Все это нам, конечно же, предстоит узнать, но мы будем вас держать в курсе. А вот на этом у меня все. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Действительно, идея сделать маршрут 109 социальным хорошая. Но мы продолжаем выпуск. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, приветствуем. Кого победила россиянка и кто будет ее следующей соперницей? Сергей, здравствуй. Павлюченкова одержала победу над представительницей Германии Ангелик Кербер. Ну а в четвертьфинале турнира она встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла у немки Ангелик Кербер в матче 4-го круга открытого чемпионата Австралии и вышла в четвертьфинал. Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» проходит в Мельбурне. Встреча завершилась со счетом 6-7, 7-6, 6-2. 28-летняя россиянка находится на 30-й позиции рейтинга женской теннисной ассоциации. Павлюченкова ранее дважды выходила в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии в 2017 и в 2019 годах. В 1/4 финала нынешних соревнований россиянка сыграет с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Встреча пройдет 29 января. Итоги турнира, призовой фонд которого составляет $49 миллионов, будут подведены 2 февраля. Московский «Спартак» со счетом 7-4 одержал победу над пекинским Куньлунем в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе красно-белых хэт-трик оформил Каспарс Даугавинш. По одной шайбе забросили Федор Малыхин, Андрей Кутейкин, Артем Федоров и Александр Хохлачев. У китайского клуба отличились Лукас Локхарт на его счету дубль, а также Тревор Мерфи и Тайлер Вон, забившие по разу. «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице западной конференции, набрав 68 очков. Куньлунь идет 6-м на востоке, имея на счету 57 баллов. В следующем туре спартаковцы на своем льду примут столичное «Динамо», а Куньлунь в гостях встретится с Челябинским «Трактором». Финский нападающий Тему Хартикайнен подписал новый контракт с уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев». Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение будет рассчитано до окончания сезона 2021-2022. За команду из Башкортостана 29-летний Хартикайнен выступает с 2013 года. Ранее он играл за финскую команду «Калпа», а также за канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон». В текущем сезоне континентальной хоккейной лиги финн принял участие в 46 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 13 результативных передач. Всего в КХЛ он провел 440 игр, записав на свой счет 134 шайбы и 180 ассистов. Салават Юлаев занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 57 пунктов. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» выведет из обращения 24-й номер в память о Кобе Брайанте. Об этом накануне заявил владелец команды Марк Кьюбан. Брайант провел всю карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс, где играл под номерами 8 и 24. В составе калифорнийского клуба атакующий защитник 5 раз становился чемпионом НБА. Его признавали самым ценным игроком финала и сезона ассоциации. Брайант занимает 4-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. На его счету 33 643 очка. Напомню, в понедельник частный вертолет с 41-летним спортсменом разбился недалеко от Лос-Анджелеса. В результате катастрофы погибли 8 человек, в том числе 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Бывшие футболисты московского ЦСКА, братья Алексей и Василий Березуцкие, вернулись в клуб. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Они назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам. Березуцкие вместе выступали за ЦСКА с 2002 года, завершив футбольную карьеру в 2018. В составе столичного клуба они 6 раз выигрывали чемпионат России, а также становились обладателями Кубка УЕФА в 2005 году. Со сборной России футболисты завоевывали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. После завершения карьеры братья входили в тренерский штаб нидерландского «Витесса», который возглавлял бывший рулевой армейцев Леонид Слуцкий.
Футболисты детской команды «Зари» 2010 года рождения стартовали на всероссийском турнире памяти заслуженного тренера страны Михаила Горы. Соревнования проходят в Москве на поле футбольного манежа Чертанова. Накануне ребята сыграли 2 игры группового этапа. В первом матче якутяне проиграли сверстниками с командой земляков из Пензы со счетом 1-4. А во второй встрече уступили московскому «Локомотиву», пропустив 4 безответных мяча. В рамках второго игрового дня «Заря» сойдется со столичной командой «Трудовые резервы». Итоги соревнований будут подведены 31 января. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Сергей, тебе слово. Власий, спасибо. Это был Власий Сергеев с новостями спорта, а мы идем далее. В этом году нерюнгринцы отмечают 45-летие со дня основания района. Глава республики поручил оргкомитету акцентировать внимание на ремонте автомобильных дорог, в частности, об устройстве внутриквартальных территорий. Что касается праздничной программы, многие мероприятия будут посвящены 45-летию района, включая цех и День шахтера. Также планируется возрождение фестиваля бамовской песни в Биркаките. На прямой связи с нами из Нерюнгри наш коллега Сергей Козюра. Сергей, как проходит подготовка к юбилею? Да, Сергей, добрый день. Подготовка к 45-летию района идет полным ходом еще с прошлого года. Напомню, что город Нерюнгри был основан 6 ноября 1975 года указом Президиума Верховного Совета Якутской ССР. Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях в этот юбилейный год мы узнали у помощника главы Нерюнгринского района Натальи Суворовой. Наталья Владимировна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что в первую очередь будет предпринято к юбилею города? Добрый день. Да, действительно, подготовка ведется еще с прошлого года. Оргкомитетом под руководством председателя правительства Республики Саха-Якутия Владимира Викторовича Солодова разработан план юбилейных мероприятий, в которые включены мероприятия по благоустройству и ремонту социальных учреждений. В рамках подготовки к юбилею будут проведены ремонты спортивных залов, бассейнов, образовательных учреждений, будут проведены ремонты учреждений культуры, будут созданы новые общественные пространства. В городе Нерюнгри продолжится реконструкция парка имени Черяева, будут созданы скверы, аллеи. В поселке Биркакит будет создана аллея первостроителей, в селе Енгра будет сквер оленеводов создан, ну и много других мероприятий. И я бы здесь отметила, что нам предстоят очень серьезные мероприятия по ремонту автомобильных дорог в юбилейный год. Здесь мы рассчитываем очень на помощь республики в решении этого вопроса. Нам необходимо порядка 250 миллионов рублей для того, чтобы произвести качественный ремонт автомобильных дорог в поселениях Нерюнгринского района. Есть локальные сметные расчеты, подтвержденные госэкспертизой, заявки в дорожный фонд уже поданы. И, в общем, мы очень рассчитываем, что в этом году мы все-таки проведем ремонт автомобильных дорог в Нерюнгринском районе, в поселениях Нерюнгринского района. По здравоохранению? Да, по программе модернизации здравоохранения Нерюнгринского района также будет проведена большая работа. Я хочу сказать, что программа будет продолжаться до 2024 года. На эти цели предусмотрено порядка 1 700 000 000 рублей. И вот в этом году точно планируется завершение ремонтных работ в детской поликлинике. В марте этого года будет завершен ремонт первый этап реконструкции поликлиники. И в конце года будет завершен уже второй этап реконструкции детской поликлиники. Здание будет приведено в соответствие с современным требованиям. Это будет функциональное, удобное, современное здание. Кроме того, предусмотрено еще и благоустройство территории. Кроме того, планируется подготовка помещений, специализированных для установки ангиографа и аппарата МРТ. Ну и еще раз хочу сказать, что работа в данном направлении будет продолжаться до 2024 года для того, чтобы привести все учреждения здравоохранения в соответствие с современными требованиями. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Но тут стоит добавить, что помимо всего вышесказанного, еще мероприятия культурные, которые будут проходиться в этом году, все будут приурочены, конечно же, к юбилею. Это касается и ИСАХ, и День города, и День шахтера, даже все будет приурочено к этому юбилею. Так что нас ждет насыщенный год. А у меня к этому все. Сергей. Сергей, спасибо. Действительно, очень много интересных и знаковых мероприятий для района. Я напомню, Сергей Козюра в прямом эфире рассказал о подготовке к 45-летнему юбилею Нерюнгринского района. А сейчас среднесуточная погода в крупных городах Якутии.
В Алдане минус 15, ветер 3 метра в секунду, давление 710 миллиметров ртутного столба. В Ленске холоднее на 1 градус, минус 16, переменная облачность, порывы ветра до 2 метров в секунду. В Мирном минус 19 по Цельсию, переменная облачность, давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В столице Южной Якутии в Нерюнгри минус 21, иногда из облаков выглядывает солнце, ветер слабый, 1 метр в секунду и без осадков. И переменная облачность сегодня в Якутске минус 32 градуса, ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.